Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Пребывание в неволе для безопасности окружающих. В пункте передержки Якутска объявлен мораторий на выпуск бездомных собак. Решение мусорного коллапса. Расскажем о новом регоператоре по вывозу мусора. Подарок, сделанный своими руками, телеканал «Якутия-24» совместно с драматическим театром подготовил для телезрителей необычное поздравление. Глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев доложил главе Якутии Айсену Николаеву об оперативных мерах по выявлению и отлову безнадзорных животных в столице. Глава региона подчеркнул, что отлов безнадзорных животных должен производиться на постоянной основе и по всей территории столицы. По информации Евгения Григорьева, сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак. Их общее количество составляет 15 в составе 30 специалистов по отлову. В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с животными. Первая задача у нас ставится отловить стаю, изолировать ее на автодорожном округе, но и усилить эти работы по всей территории города. Мобилизованы все возможные автомобили, которые есть в окружной администрации, которые не задействованы сейчас в осуществлении прямой деятельности по обеспечению жизнедеятельности города. По окружной администрации уже выходных нету. Выходных не будет, все наши структуры будут работать в круглосуточном режиме. Организован ситуационный центр в единой диспетчерской службе, далее организованы штабы по управам. Между тем, как сообщили в оперативном штабе Якутска, все отловленные безнадзорные собаки, если не объявится хозяин, проходят в пункте передержки процедуру отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Процесс в целом занимает 30 дней. Вместе с тем, еще в начале декабря в пункте передержки Якутска был объявлен мораторий на выпуск собак в связи со сверхнизкими температурами воздуха. После трагического случая 29 декабря оперативным штабом принято решение продлить данный режим до завершения работы по отлову всех агрессивных животных на территории города. В 2021 году к оптоволоконным линиям связи подключены 70 населенных пунктов в 18 районах республики. Так, на сегодняшний день подключено 363 населенных пункта, где проживает 90% населения республики. Построено свыше 13 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Также в этом году полностью оцифрованными стали Чурапчинский и Аймиконский районы. В настоящее время из арктических населенных пунктов к волоконно-оптическим связям подключено 3 села – Оленек, Хариалах и Жилинда. Продолжаются работы по строительству линии Жилинда, Соскылах, Юрюнхая. 70 населенных пунктов, это, вы должны понимать, это большие все закончились, это все небольшие населенные пункты. Да? То есть мы пришли буквально в середине декабря в Жилинду, Оленевский район, это, кто знает, это очень далеко мы. И Жилинда, почему мы так радуемся Жилинде, потому что это ворота в Анабарский район. Мы сейчас разыгрываем контракт Анабарским районом. Мы выделились из самого следующего года, и, соответственно, мы подключим в следующем году Соскылах. Это Анабарский район, то есть придем на самый край нашей республики. К другим темам. Пенсионный фонд расширяет перечень предоставляемых мер социальной поддержки. С 1 января будущего года россиянам будет предоставлен ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты и Роструд. Речь идет о пособиях, выплатах и компенсациях для 5 категорий россиян. Неработающие граждане, имеющие детей, лица, подвергшиеся воздействию радиации, реабилитированные лица, инвалиды или дети-инвалиды, имеющие транспортные средства по медицинским показаниям, а также военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляет Пенсионный фонд России. Перейдем к эпидобстановке. Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 525 245 жителей республики, или 73% взрослого населения. На ежедневном контроле республиканского оперштаба остаются Нерюнгринский район, где за последние сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса, Сунтарский, где выявлено 16, Среднеколымский и Верхоянский районы, где выявлено по 3 новых случая. В целом по республике за весь период пандемии выявлено 75 900
954 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых около 20% заболевших дети, а 96% заболевших невакцинированные. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня учреждения здравоохранения, как и медики Якутии, обращают ваше внимание на то, что, конечно же, никому не хочется оказаться в новогоднюю ночь в больнице. Но при этом и, конечно, любое легкое недомогание всегда воспринимается как лишь бы пережить новогоднюю ночь, и, соответственно, все пройдет. В связи с тем, что заболевание сегодня существует, оно является достаточно коварным, так как оно развивается очень быстро. Обращаем ваше внимание на необходимость вызова врача. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Медики готовы работать с любым обращением в любое время, которое сегодня для граждан будет более удобным и, соответственно, комфортным. Смена регионального оператора по вывозу мусора – долгожданное событие в уходящем году для нескольких районов республики. Так, ленчане с нетерпением ждали, когда в их городе сменят предприятия по вывозу твердых бытовых отходов и наведут порядок на улицах Ленска. Кто будет заниматься предоставлением этой важной коммунальной услуги, узнавала Анна Кожевникова. Все новое – это хорошо забытое старое. В Новый год ленчане отправятся с новым, но уже проверенным рекоператором. Мусорный коллапс в последнее время стал повсеместным явлением для жителей Ленска. А все это следствие мусорной реформы, согласно которой рекоператоры обслуживают большие территории, и Ленску достался нерадивый исполнитель этих обязанностей. Как мы сообщали ранее, Минжкх республики признали ошибочным решение отдать в одни руки сразу несколько улусов, так как площади у нас большие и населенные пункты разбросаны друг от друга на приличные расстояния. Общество с ограниченной ответственностью МПЖХ, занимающееся вывозом ТБО сразу в 7 районах, показало свою несостоятельность. Большое количество жалоб в их адрес привели к определению нового рекоператора. Согласно новому проекту территориальной схемы по обращению с отходами ТКО на территории РСЯ, в каждом районе выбирается свой региональный оператор. По итогам конкурса выиграла ООО «Профи», но до Нового года, пока вывозит мусор МПЖХ «Город Мирный», с 1 января планируется уже работа нового оператора. С предприятием Людмилы Овчинниковой ленчане знакомы давно. После мусорной реформы 2019 года, когда подрядчиком регионального оператора выступала именно ее фирма, у жителей Ленска не было жалоб по поводу несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов. Техника у нас вся сохранилась, она у нас просто законсервирована стояла на целый год. Поэтому сейчас мы ее приводим, вернее, мы уже ее практически всю привели в порядок. Люди у нас набраны, коллектив у нас практически остался прежний. К сожалению, в территориальной схеме по Ленскому району значится сейчас 2 поселения крупных. Это Витимпелиду и город Ленск. Поэтому работу с 1 января мы начнем только в этих населенных пунктах. По остальным населенным пунктам надо будет проводить очень большую работу для того, чтобы внести в территориальную схему. О расчетно-кассовом центре информация будет сообщена дополнительно, так как сегодня предприятие только разрабатывает тариф. И он еще должен быть защищен Госкомитетом по ценообразованию. Заявки на вывоз мусора можно подавать по номерам 4 37 90 4 26 56. Мусорные контейнера в этот раз МПЖХ обязались оставить в пользование собственников домов, так как за 3 года они оплатили их стоимость. Поэтому для жителей Ленска смена рекоператора должна пройти безболезненно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. До Нового года осталось совсем немного. На улицах города и в торговых центрах царит настоящий праздничный хаос. Горожане и гости столицы суетятся в поисках подходящих подарков и составления новогоднего меню. Наши коллеги пообщались с жителями столицы. Скажите, пожалуйста, что вы еще не докупили или все купили? Какие у вас планы? Ой, ну продукты особо не докупила. Сегодня вот докупаю. Подарки купила. Да? А меню составили? Меню, да. Все Может, есть. хотите кого-то поздравить? Поздравляю всех своих родных, всех знакомых, коллег с наступающим Новым годом. Вас тоже поздравляю. Спасибо. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Ну, как всегда, все в последний момент, но вполне успеваю по своим срокам неким. Ну, в принципе, да. Так, на все. Да, а вы, молодой человек? Ну, у меня тоже получается все тоже в последний срок только получается делать.
Ну, а так, ну, вроде все купил, только осталось родителям купить подарки, все. Подарки купили? Да, конечно. А меню составили? Меню половину составила. Хорошо, удачи вам. И скажите, ну, вы можете кого-то поздравить? Ну, поздравляю своих коллег, свою семью, маму, папу с Новым годом. Здоровья, счастья. Вроде все, и телевизор купили, и для внука игрушек накупили. Так что довольны всем. Спасибо вам. А какие, скажите, у вас, возможно, ожидания от следующего года? Как Ну, чтобы, главное, болезни не было. Чтобы все эти болезни ушли, только хорошее пришло. Вот. Ходим, покупаем. В процессе, да? Да. Много ли осталось еще? Ну да. Нет, 3 подарка осталось. Да. Родителям и друзьям. Ну, как в общем прошел текущий год ваш? Довольно интересно. Много знакомств, много целей, которые мы достигли. И в основном хороший год. Типа не скажешь, что плохой. А что ждаете от следующего года? Какие-то желания, которые можно озвучить? Поменьше болезней. Кстати, не первый, кто так сказал. В следующем году ожидаю новую квартиру. И все. И все. Спасибо вам. Может, у вас есть какие-то пожелания, хотите кого-то поздравить? С Новым годом, мама, папа. Дедушку, бабушку. Погодное настроение отлично, не успел, вот сейчас покупаю. Сейчас планируете? Да. Хорошо. А спланировали ли вы свой, допустим, там, виш-лист там, к Новому году? Нет, это буду все вот позже планировать. Как прошел ваш год? В общих словах. Хорошо. Хочу, чтобы следующий прошел у всех тоже хорошо. Ну и всех с наступающим. А воспитанников Республиканской специальной школы-интерната с наступающим Новым годом поздравил необычный Дед Мороз в бронежилете. Он принес подарки не в традиционном красном мешке, а в ящике для боеприпасов. Таким образом, бойцы ОМОН в рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» устроили сюрприз для детей-сирот. В мероприятии также приняли участие ветераны боевых действий. На поздравления гостей воспитанники школы ответили танцевальным номером. Отметим, что бойцы ОМОН постоянно поддерживают связь с данным учреждением, оказывая всю необходимую помощь. Данная акция Всероссийская Росгвардии направлена на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь каждый ребенок имеет право на небольшое новогоднее чудо, и в наших силах с вами это чудо организовать. Главное быть неравнодушным и искренне поделиться частичками тепла с теми, кто в этом особо нуждается. Телеканал «Якутия-24» совместно с Русским драматическим театром имени Александра Сергеевича Пушкина подготовил для телезрителей подарок – музыкальное представление «Новогодняя открытка». Это первый такой совместный опыт работы труппы театра и телевизионного коллектива. Буквально за неполный месяц удалось отснять яркое зрелищное действо. История любви, ожидания предновогоднего чуда, где героями выступают не только артисты, перемежается популярными песнями 80-х и 90-х годов. Съемки проходили как на сцене театра, так и в обновленной телевизионной студии телеканала. Режиссером выступил Владимир Борисов, руководителем проекта Дмитрий Аргунов, продюсером Туяра Филиппова. Новый проект телеканала зрители могут увидеть 31 декабря в 22:20 и 1 января на телеканале НВК «Саха». Раньше все любили получать и писать новогодние открытки. И мы решили вспомнить эту давнюю традицию и подарить нашим зрителям яркую, красивую музыкальную открытку. И в нашем представлении будут участвовать очень известные в республике люди. И не раскрывая всех секретов, скажу, что вы увидите еще наших ведущих в необычном для них амплуа. Ну а кто был Дедом Морозом и Снегурочкой, вы узнаете уже совсем скоро, 31 декабря. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в следующих выпусках.